Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. В минувшее воскресенье вся страна отметила День учителя. Праздник всех, кто посвятил себя важнейшей миссии – воспитанию будущих поколений. В последние годы все чаще говорят о возрождении престижа профессии учителя. Педагоги вновь становятся наставниками, которые прививают нашим детям не только знания, но и ценностные ориентиры. О том, какая поддержка оказывается учителям в нашей республике, какие существуют программы для всестороннего развития детей и как школа воспитывает подрастающее поколение, поговорим сегодня с гостями моей студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Предлагаю начать с личного вопроса ко всем, да, по очереди. Я предлагаю, чтобы каждый вспомнил какого-то своего учителя. Вот у меня была учитель русского языка и литературы Валентина Сергеевна Рыкова в 26-й школе города Якутска. Она потом ушла в Якутский городской лицей. И вот, ну, наверное, она тоже повлияла на то, что я выбрала профессию журналиста. Да. Если позволите, коллеги, я могу начать. Да? Честно говоря, у меня тоже были те учителя, которые повлияли на мое становление. Ну, возможно, тут можно и с той точки зрения посмотреть, что все учителя у нас влияют в какой-то степени на наше становление, на наше развитие. Но в данном случае, если мы вспоминаем о каком-то конкретном человеке, то, скорее всего, вот в рамках дополнительного образования в свое время закончил музыкальную школу. И с моей учительницей Валерией Николаевной Михасевой мы прошли очень серьезный путь, участвовали здесь на конкурсе «Новые имена». Вот, и входила я в победители, лауреаты по классу фортепиано. Что это дало, конечно, если смотреть с нейробиологической точки зрения, да, возможно, появление каких-то там элементов абстрактного мышления в моей голове, ну а с другой точки зрения организационной, то, конечно, это привитие дисциплины в первую очередь, ну и мировоззрение, и мой кругозор, он как раз расширялся в бытность обучению моего в музыкальной школе. Ничто так не дисциплинирует, как гамма. Я тоже училась в музыкальной школе по классу Это фортепиано. точно, да, особенно хроматические. Ну, моим школьным учителем основным это был мой директор. По совместительству она и была моим учителем математики, с кем я и в итоге и стал. И, ну, она вот воспитывала, как я вот помню, у нас не просто каких-то выпускников школ, а целые личности. Она вкладывала в нас всю свою душу. Соответственно, ну, естественно, она была очень строгая, ее многие не любили. Я лично тоже в свое время ее не любил. Но сейчас, по происшествии многих лет, я могу сказать то, что это вот тот учитель, благодаря которому я нахожусь там, где я сейчас. Я там, где я сейчас нахожусь. Вы тоже строгий учитель? Да. Вас тоже, наверное, многие не любят. Ну, математику. Михаил Юрьевич. Да, ну, в моей жизни было много любимых учителей. Я учителей люблю. Может быть, поэтому я и профессию учителя тоже полюбил. Конечно, я так же, как и вы, наверное, начну с учителя русского языка и литературы Мария Михайловна Трофимова, средняя школа номер 8 города Якутска. Людмила Савичевна Платонова уже в старших классах тоже преподавала русский язык и литературу. Конечно, очень много они заложили. Прежде всего, как относиться к детям, как выстраивать отношения. Были прекрасные учителя и по математике, Галина Яковлевна Кузакова, например. Но историки и географы, конечно, очень много дали с точки зрения выбора будущей специальности. В частности, вот я рад, что в эту субботу, вот совсем недавно, когда День учителя отмечала городская классическая гимназия номер 8, родная для меня школа, мне посчастливилось, что я поздравлял учителей и вручал одну из наград Анастасии Семеновне Слепцовой, которая у меня была учителем истории с 6 по 8 класс. Ну а символично, наверное, что в прошлом году завершила свою трудовую деятельность моя учитель географии Анна Ивановна Неустроева. И вот у нас такие символы. И в свое время, когда мы выпускались из школы, то нас, представьте себе, что из одного класса 5 выпускников поступили на географическое отделение Якутского государственного университета. То есть насколько был сильный посыл от Анны Ивановны, что столько детей выбрало из одной школы одну специальность. А у нас 5 детей из одного класса на филологический факультет. Ну вот, значит, мы с вами понимаем. Эта энергия, она еще и вот до сих пор, мне кажется. Я просила одно имя назвать, но первому замминистра можно и больше имен назвать. Да. Так, ну, а я вспоминаю всегда. Ну, и мы общаемся, она сейчас на пенсии, своего первого учителя. Это Ефимова Елизавета Николаевна. Вот. И вообще, почему я учитель, да? С детства как-то мечтала, с детьми играла в школу, да? И выполняла с ними домашние задания. Ну, вот, допустим, со своими братьями, сестренками, да?
А что мне привлекло именно вот профессия, да? Ну вот я вспоминаю второго учителя. Все-таки вы сказали одного учителя, а вот все-таки второго учителя я вот назову Наталья Васильевна Енохова. Это учитель русского языка и литературы Кангаласской школы. Ну, вот в пригороде, да? И вот когда мы сидели у нее на уроках, и она всегда приходила готовая, у нее всегда был от и до конспект. И вот мы с таким восторгом смотрели, вот всегда у нее был листочек, чистенький такой листочек, аккуратный, и полностью исписан конспект урока. И мне кажется, я вот, ну, вот это вот заложено во мне, и вот я точно так же готовлюсь, такие же у меня конспекты. Спасибо. Ну, теперь давайте к системе образования все-таки более конкретики, да, какие вот основные у нас, понятно, что мы сейчас с вами вспомнили свои годы, когда мы учились в школе, это было давно, у кого-то не очень давно, но тем не менее, там 5 лет точно прошло, как минимум, да, вот, и какие вот основные достижения у нас, какие аспекты за последние, ну, 5 возьмем лет, да, самые важные, что поменялось, что... Да, ну я, наверное, все-таки правильно скажу, правильно говорите, образование. Образование в нашей стране, оно не только исчерпывается только Днем Учителя, тем, что связано со школой. У нас прямо подряд несколько профессиональных праздников. 27 сентября, в День государственности, это у нас День педагогов дошкольного образования. 2 октября, тоже национальный праздник, День среднего профессионального образования. Конечно же, День учителя, который мы праздновали давно в нашей стране, с 1965 года, если я правильно помню, из истории. И потом вот относительно недавно приурочили уже к Международному дню учителя, то есть 5 октября. Ну и 8 октября мы готовимся, это День работников дополнительного образования. Все между собой тесно связаны, и сейчас на самом деле в школах вы встретите всех практически педагогов, ну и названных всех этих категорий, и школы очень активно, ну вот, например, тот же уровень среднего профессионального образования работает по программам профессионального обучения, очень тесно в связке работают с колледжами и техникумами. Дополнительное образование, это не только по традиции, как мы раньше с вами помним в нашем детстве, дворцы детства, да, и кружки. Но на самом деле нет, это музыкальная школа, школа очень много, то есть и, да, и музыкальные, и художественные, но и на базе школы, гимназии очень много сейчас организуется. Конечно, из достижений последних лет, наверное, важно, что система образования, она выстраивается под суверенную систему. Вот как бы ни казалось громкие слова, но я просто озвучиваю из позиции сотрудника Министерства образования и науки, из позиции вообще гражданина страны, потому что образование должно помогать человеку становиться патриотом, гражданином, и он делает что-то лучшее для своей семьи, для своей родины. То есть вот это семьеведение, патриотическое воспитание, единые уроки о важном, все, что касается, вот, Россия – страна возможностей. Кстати, 30 октября этого года мы в Якутске будем впервые, это наша инициатива, будем принимать такой фестиваль профессий федеральный, и там будет называться «Якутия – страна возможностей». То есть мы тоже считаем, что мы работаем именно это. Ну и, конечно, если говорить о других достижениях, то это прежде всего достижения наших педагогов и наших детей. Это олимпиады, это конкурсы. Но есть сложности. Сложности – это то, что, к сожалению, не так много молодых людей приходит сейчас в нашу профессию. Мы все это чувствуем. И даже вот, ну я вот рад за Кирилла Юрьевича, который вот сейчас стал педагогом тоже в моей родной школе, но там тоже вот объявляли все практически, да, педагоги, которые пришли в эту школу, они где-то еще до этого поработали. То есть в чистом виде молодых специалистов не так много стало. И мы, к сожалению, констатируем, что 4-й год подряд у нас в республике количество тех, кто приходит к нам, оно меньше, чем количество тех, кто уходит из сферы образования. Это связано со сложностями. Психологические сложности, это сложности взаимоотношений с родителями, сложности в целом. Очень ответственная работа лежит на педагогах, на учителях. И, конечно, вот такого былого отношения, когда вот можно вспомнить слова Роберта Рождественского, да, что учитель – это профессия дальнего действия, самая лучшая на земле. Мы в это верим, все здесь стоящие, и хотелось бы, чтобы общество нас поддерживало. Как самый молодой из собравшихся педагог. Конкретно как математик я бы хотел отметить то, что в последние года у нас идет упор на функциональную грамотность, то есть уметь применять знания на практике. Если раньше в основном был упор на теорию, то сейчас очень много различных практических заданий, даже практических конкурсов, олимпиады проходятся. Я вот как математик, я понимаю прекрасно то, что все, что я даю в теории, это остается в теории, а как уметь применять это в жизни, это вот самый большой вопрос, который касается
касаемо обучения наших детей. И вот главное, чтобы дети умели применять наши знания, а не только чтобы выучить и сдать экзамены и пойти дальше, с чем попало, непонятно. Главное, главное, я желаю, чтобы дети умели все эти знания, которые мы применяли, которые мы проходили, уметь применять в жизни. Вот это самое главное, что сейчас делается. Ну, я желаю то, что наше государство делает упор на это. Спасибо. Да, я отчасти согласен с словами Михаила Юрьевича о том, что сегодня действительно укрепляется такой каркас суверенной системы образования. И дальше он будет укрупняться и расширяться по всем горизонтам, так скажем. И сегодня вот особое внимание действительно к патриотическому воспитанию и к дополнительному образованию, в том числе вкрапление таких элементов хороших для выхода на траекторию развития в рамках профессионального образования, это на самом деле такие здоровские тенденции, которые мы чувствуем. Точно работа дальше пойдет и на законодательном уровне. Об этом тоже есть уже некоторые сигналы, которые нам подает, в том числе и Государственная Дума. Это по защите статуса учителя, это по правам ребенка и правам родителя внутри образовательной организации. Ну и, соответственно, все это выйдет на определенный статус государственной школы, что мы все ждем. Потому что в Советском Союзе, насколько мы помним, конечно, в те времена была идеология, конечно, определенные цели были немножечко иные и условия, но тем не менее, что такое школа, знали все. Вот сегодня, если мы возьмем общую массу наших и родителей, и учителей, и спросим коллективное мнение, то мне кажется, что в большинстве своем о статусе школы будут говорить многие. Потому что сегодня, конечно, это важно. Что думает по этому поводу Нина Викторовна, мы узнаем после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия в деталях». Мы сегодня говорим о наших учителях, об образовании. И перед тем, как уйти на перерыв, я спросила у гостей, какие основные достижения, какие перемены в системе образования республики, может быть, страны, а может быть, вашей школы, вашего класса вы почувствовали. Нина Викторовна, пожалуйста. За последние 5 лет, ну вот... Во-первых, мы флагман школы, да, флагманская школа по программе «Орлята России». Вот, кстати, что это значит флагман школа? Да, флагман школа, это значит, что опорная школа, мы единственная школа в республике Саха-Якутия, именно по программе «Орлята России». Ну, «Орлята России» мы все знаем, это кто? Это патриоты, да? Вот. А «Орлята России» это с 1 по 4 класс программа. Вот. Это типа октябрята, да? Да, это вот раньше было, а сейчас вот новое, «Орлята России». И мы реализуем эту программу с 2022 года. Вот. И в этом году был первый выпуск. Мой первый выпуск, допустим, ну, я про свой выпуск говорю, а так у нас школа-то большая, и параллели много. И в этом году выпускались наши «Орлята». Вот, именно по этой программе. В чем мы изменились вообще, вот в чем эта программа? Огромные плюсы. Еще раз говорю, что, во-первых, это патриоты, и дети реализуются вот в этой именно программе, они показывают себя, выявляются лидеры, да, и вот эта деятельность, то есть вот эти вот все мероприятия, да, наши патриотические, различные, да, по разным датам, они распределены по трекам, и у «Орлят России» 7 треков, вот, и когда дети проходят это обучение по 7 трекам, и они становятся настоящими орлятами. И переходят, потом их принимают в движение первых. То есть движение первых мы все знаем, да? Это когда дети наши переходят куда? В среднее звено, в 5 класс. Вот. А это такая подготовка, как бы, к движению какая первых, подготовка? Да? Ну, то есть они во всем себя проявляют. Это разные. А вот, допустим, орленок-лидер, орленок-эрудит, орленок-мастер, орленок-спортсмен, орленок-эколог и орленок-хранитель исторической памяти. Вот, допустим, орленок-хранитель исторической памяти, он проходит весной, да? Это весной последний месяц, это апрель-май. И вот, допустим, мы на базе своей школы проводим научно-практическую конференцию. Сейчас она у нас, география большая, сначала у нас была республиканская, а теперь мы
вышли на российский, да. То есть многие могут онлайн подать, это научно-практическая конференция, мы все знаем. Дети защищают свои работы, они могут, ну, допустим, эта тема хранитель исторической памяти. Они могут рассказать про своих прадедов, да, воинов, их достижения, допустим, или в родословной какое-то хобби и так далее. Вот различные темы. То есть они могут себя показать и проявлять. И в этом плане дети, между прочим, показывают свою командную работу вот в этой программе, да, выявляют свои таланты. Ну, я так чувствую, вас нужно отдельно Да, по этой теме в эфир пригласить, чтобы вы про «Взгляд России» Да, и вот, рассказали. да, и вот дополнительно хотела сказать, что вот очень много конкурсов для детей, да, и вот, например, Содружество «Орлят России», это проводит, это всероссийский, да, есть у нас городской, Нина Викторовна, региональный. давайте мы вернемся Да, к более хорошо. общей теме. Да, «Взгляд России» — это прекрасно, вот, но хотелось бы поговорить все-таки про учителей Да. больше, да, сегодня, поскольку у нас ко Дню учителя Немножко далеко ушли. приурочена программа. И вот здесь- Михаил Юрьевич задел такую тему, что приходит в школу учителей сейчас меньше, я так понимаю, чем уходят на пенсию, грубо говоря. Вот Да, здесь, почему- смотрите, и вот сейчас вы тоже спросили, да, Ирина, когда спрашивали, как изменилось еще, ну, за 5 лет, да, образование. Конечно, здесь коллеги, у которых стаж довольно большой, может быть, мы живем внутри этой системы, находимся, но давайте не забывать, что за 5 лет все-таки был очень активно реализован национальный проект образования. Как-то мы вот чуть затихли, но на самом деле почти все школы республики получили оборудование, были созданы точки роста. Появились чемоданчиковые технологии для того, чтобы можно было выполнять всю эту проектную исследовательскую деятельность, выполнять лабораторные практические занятия практически по всем предметам. В большинстве образовательных организаций крупных появились у нас цифровая образовательная среда, то есть это тоже новое оснащение. И возникает вопрос, кто с этим всем будет работать? Ведь, собственно, вот эта нехватка педагогов, она же и с этим связана. То есть у нас есть определенная смена кадрового состава, смена поколения определенная. Мы перешли с вами работать в систему цифровой город, да, система, когда мы с вами данные о наших детях вносим в информационную среду, доступную как самим детям, так и родителям. Это требует изменения подходов. И вот очень важно, мне что нравится, что проект «Профессионалитет», который также родился в рамках национального проекта образования, теперь он уже идет в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Очень хорошо, мне кажется, правильно государство акценты сделали. Вот в этом профессионалитете производственные кластеры создаются не только по транспорту, по промышленности, как мы бы привыкли, по сельскому хозяйству, И по но и педагогике по тоже. педагогике. И мы стали победителями в этом году впервые, то есть выиграла республика право создания такого кластера, педагогика, это Якутский промышленный колледж, здесь в Якутске, и партнер это Намский педагогический и Вилюйский профессионально-педагогический колледжи. Ну и вот там как раз оборудование, все то, что потихонечку поступало в школы. Когда мы говорили о суверенной системе, это же не значит, что замыкаемся внутри. Просто единая линейка учебников, единое оборудование, которое везде появляется. Учителя, педагоги, которые могут даже переходя из одной школы в другую, опираться на то, что было у них. И вот как раз кластер педагогика на базе ЕПК, он сейчас такие возможности создает. То есть все новейшее оборудование, и запускать детей в школу, будущих учителей, нужно как можно раньше. Вот я, например, закончил школу, и в первый же год обучения, на первом курсе я уже проходил пассивную педагогическую практику. Это очень серьезно помогает. Сейчас мы видим, что все больше и больше студентов педагогических специальностей, они, являясь еще студентами, уже работают в школе. В том числе и Северо-Восточный федеральный университет, но очень много из педагогических колледжей. Создаются психолого-педагогические классы в школах. Это тоже возможность раньше выявить детей, склонных к педагогической деятельности, и их готовить заранее. Плюс летний период. Мы не забываем, что лето – это лагеря, это вожатые, тоже подготовка, и ребята там как раз получают свой опыт. Давайте гости, которые в школах работают, расскажут, что у них там с оборудованием происходит. Да, Михаил Юрьевич правильно подчеркнул, что действительно у нас, мы сами являемся участниками проекта цифровой образовательной среды. Мы получили
оборудование для использования его на уроках. И, конечно, нам немножечко в этом плане в какой-то степени и повезло. У нас педагогический коллектив довольно-таки молодой, и проблем, конечно, особо не возникает там с использованием оборудования. Но дело в том, что, да, действительно, смена поколений, сейчас молодое поколение, оно, конечно, привыкает. И с точки зрения создания педагогических классов тоже в городе ведется большая работа. Сейчас, если я не ошибаюсь, 26 школ уже создали, значит, педагогические классы. В нашем учреждении на будущий год мы также создаем, потому что охват к 2027 году, он должен быть 100% по городу Якутску. Ну вот вкратце так, да. Ну вот как вообще можно повысить привлекательность профессии учителя? Ну вот возьмем не в целом страну, да, но республику, допустим, чтобы вот больше выпускников выбирали педагогику, чтобы специалистов привлечь, или, может быть, откуда это привлечь. Ведь вот в советское время вспоминали, в советское время ведь приезжали специально учителями там, работать в дальние школы. Ну, лично про свой опыт я могу сказать, что я пошел быть учителем лишь благодаря своим учителям. Поэтому сейчас большинство детей даже выбирает профессию не только по экономическому составляющему, но и, соответственно, по той привлекательности, которую им показывают эти самые представители профессий. Я вот считаю, что учителя должны быть такими, которые привлекают самих детей быть учителями. Ну, становиться учителями, да. Как бы Что вдохновляет своим примером, да? Вдохновлять своим примером. Вот лично я по такому опыту стал учителем. Но в целом, чтобы привлекать, у нас сейчас государство делает очень хорошие шаги в эту сторону. Когда приходит молодой человек, молодой педагог в школу работать, к нему представляют наставника, опытного человека, преподавателя, который полностью помогает ему во всей методической работе, профессиональной деятельности. Также есть выплаты молодым специалистам, такие весьма неплохие, на мой взгляд. Поэтому, кто бы что ни говорил, но сейчас молодые специалисты в школах могут зарабатывать очень хорошо. Но это очень важно. Еще ведь дальневосточная ипотека на учителей распространяется. Да, на учителей распространилось, это тоже очень важно. Это то, что мы тоже предлагали от региона, и рады, что это было услышано. Потому что все-таки учителей не просто нужно привлечь в школу, а закрепить в школе. Потому что все-таки вот это вот движение, которое раньше было характерно для других профессий, оно, к сожалению, в нашу сферу тоже пришло. То есть коллеги, учителя переходят из одной школы в другую. Хотелось бы, чтобы более стабильно работали, поскольку дети, они привыкают к учителю. Учитель знает детей, он их сопровождает в течение нескольких лет, позволяет именно раскрыть все их таланты, учитывает психологические особенности, да, возрастные особенности. Поэтому это задача общества, конечно, чтобы учителю было комфортно работать. Это уже общая задача. Да. А вот говорили о программе «Земский учитель» по аналогии с программой «Земский врач», да, чтобы учителя ехали в... Да, но в 2020 году президент нашей страны Владимир Владимирович Путин предложил эту идею. Мне просто было в свое время поручено, да, в регионе начинать эту программу, курировать ее. Программа, чем она хороша, почему она возникла? Потому что целый ряд вакансий, как мы говорим, то есть вот в целом ряде школ, например, по 5-7 лет там не было постоянных учителей. Обращено было на это внимание, что нужно, значит, таким образом целевое какое-то привлечение. И, собственно, возникла программа «Земский учитель», когда человек приезжает, там определенные были требования по стажу, по возрасту, и берет на себя обязательство не менее 5 лет отработать. За это государство дает в начале трудовой деятельности 2 миллиона рублей. И вот у нас возникала в первые годы реализации такая проблема, что по ряду вакансий у нас выигрывали представители других регионов страны. Много на самом деле принимали участие представители других регионов. Почему? Наши не шли туда работать. А потому что наши все хотят в Якутске остаться. Наши, да. И вот, соответственно, даже те, кто потом нам говорили, а почему вот вы меня в Жиганске взяли приезжего, а не меня? Вам никто не мешал там пойти работать в свою родную школу. Но приходилось опираться на них. Эта программа продолжает работать, и у нас мы рады, что сейчас даже увеличивается количество вакансий, и этой программой пользуются и наши земляки, просто которые переезжают из того же Якутска в другие районы, там в Ямиконске и в другие районы. То есть программа, которая реально позволяет детям получить учителя не когда-то в будущем, и не раздробленным, что приехал-уехал, а стабильно получить как минимум на 5 лет. Ну, многие остаются.
Поэтому программа работает, она хорошая. Конечно, есть еще программа «Учитель Арктики» наша региональная. Это связано как раз с привлечением педагогов и врачей. У нас такая программа на работу в арктические районы. Она связана тоже с выплатами, связанные с приобретением жилья. На это. То есть тоже мы привлекаем таким образом. Продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия в деталях». Мы говорим о Дне учителя. И перед тем, как уйти на перерыв, начали обсуждать, как же привлечь молодых специалистов в школы, как же их там удержать. Вспомнили программу «Земский учитель», нашу программу «Учитель Арктики». Ну, понятно, не секрет, что в районных школах, в малокомплектных школах всегда были проблемы с кадрами. В Арктике, конечно же, тоже. А вот в городских школах есть такие проблемы или нет? Или у вас очередь стоит из желающих? Да, дело в том, я только вот хотел тоже прокомментировать, что не только в Арктике существует определенная потребность, но и в городских школах тем более. Мы каждое свое начало учебного года, перед этим, за месяц, за два до этого, мы начинаем такую кампанию по привлечению кадров, мы распространяем объявления и так далее. Ну и, собственно, проводим собеседование. Такая проблема существует, действительно существует высокая миграция. Учителя, отталкиваясь от показателей ученика часа и заработной платы, и количества учащихся в классах, мигрируют из школы в школу. И, конечно, в этой конкурентной среде школе приходится применять определенные способы работы и какие-то такие нетривиальные методы. Вот один из таких, это у нас с одним из институтов Северо-Восточного федерального университета, не буду говорить с каким, да, но было заключено соглашение, мы отличников учебы набирали с 3-го курса, у нас сейчас работают, у нас 3 тех прошлых студентов работает, но дело в том, что мы здесь шли поэтапно и создавали на основе нашей модели, мы их интегрировали в наше педагогическое сообщество. Она очень простая, состоит из 3 этапов. То есть это вхождение учителя, начиная с нормативных определенных моментов и организационных непосредственно в нашей организации. Обучали и рассказывали. Ну, а второе, естественно, основной момент. Учитель знал, сколько раз к нему придут на урок, кто к нему придет на урок и так далее. Ну и 3-й этап, он наиболее сложный, но у нас тоже неплохо вроде бы как получается. Это профессиональные конкурсы, это непосредственно показ себя на республиканском и городском уровне. Вот, буквально в прошлом году наш учитель Михаил Васильевич Самсонов, он выиграл, стал абсолютным победителем в городе Якутске, пришел студентом. Так что вот такая практика, она, конечно, сейчас не имеет какой-то унификации, пока у нас не созданы такие траектории, которые можно применять в любой школе. Но на месте, локально, с учетом тех условий, которые есть, и нормативные, и финансово, можно придумывать определенные такие проекты, в том числе и по привлечению наших коллег. А вот есть ли система наставничества в профессиональном становлении учителей? Кирилл Викторович. Да, есть. Вот у меня лично в школе, в которой я сейчас работаю, есть наставник, замечательный человек. И вот, ну я вот как говорил как это ранее. работает, вот вы расскажите. Вам сказали, вот ваш наставник, Да. мы сказали, вот вам Кирилл Викторович, да? Ну, во-первых, как это он, происходит? наставник посвящает в школу, в особенность процесса, ну, образовательного процесса в школе, как все устроено, какие есть свои подводные камни. Не все же организации одинаковые, рассказывают, что есть особенного, на что сделать надо упор, потом помогает в документальном плане все документацию оформить, по какому стандарту, как все сделать. Ну и потом в целом сопровождает методически, как проводить уроки, как работать с проблемными отстающими детьми, как общаться с родителями. Ну, вот. То есть он, получается, по логике тот же предметник, да? То есть он тоже учитель математики, Да, ваш тоже, наставник? да, по крайней мере, у нас так. Соответственно, Так что, у да. учителя биологии, наставник, учитель Да. биологии, да? Потому что Вот я нужно, хотела бы дополнить. нужно знать специфику предмета. Соответственно, каждый предмет абсолютно разная специфика, разные работы с детьми. Ага. Вы хотели дополнить? Да, я хотела дополнить. Кирилл Юрьевич верно сказал. Ну, всю работу наставника. Я тоже являюсь наставником. В этом году пришел молодой специалист. Вообще у нас пришло их несколько, 3. Ну, вот учителей начальных классов, да. А в первую очередь, конечно, это же посещение что? Уроков, да. И самое главное для молодого специалиста, это чтобы его комфортная адаптация была.
Верно, Кирилл Юрьевич? Да, комфортная адаптация. Вот, чтобы свободно работалось. Вот это вот первое собрание, правильно? Вот, боязно все-таки первое собрание проводить, тоже подготовить. А дети, они, конечно, дети, они будут любить молодого педагога. А главное, это вот не бояться, раскрепощенным быть. И все-таки любить свое дело учительское. Вот. Ну и самое главное, говорю уже, это комфортно, чтобы комфортно работалось молодому педагогу. Дорогу привлекать, какие-то общественные мероприятия, да? Чтобы он не только в кабинете у себя закрылся. А какие сегодня существуют возможности для профессионального развития учителей вот у нас в республике? Повышение Есть. квалификации? Ну, вообще, да, ну вот коллеги то, что говорили по поводу комфорта, по поводу наставничества, ну, конечно, мы все хотели бы, чтобы все-таки профессию учителя выбирали выпускники тех школ, тех регионов, где они сами заканчивают. К этому стремимся. Это в том числе и заключение целевых договоров. К сожалению, мы вот получаемся в целом по стране такая ситуация, что не очень большое число выпускников психолого-педагогических классов, они поступают на педспециальности, и совсем мало кто заключает целевой договор. А ведь это путь прямой. Человек эту знает социокультурную среду, он в нее приходит, он поступает. И поэтому, конечно, вот это я хотел бы тоже обратить внимание. Можно я здесь дополню еще, да, вот что касается социокультурной среды, особенно вот к нашему кинематографу обращаюсь напрямую. Нам не хватает фильмов про учителя. Все учителя, вот все, точнее, фильмы, если сейчас посмотреть в интернете... Советские. Они, нет, советские, я уже не говорю про советскую про документальные, систему. Я говорю про то, что сегодня в кинематографе статус учителя, он тоже должен быть повышен. Последние фильмы, которые у нас выходили в современном кинематографе, там «Географ Глобус» пропил, и, да, и тому подобное, то есть они на самом деле... Они, да, конечно, они обесценивают учителя. вообще профессию напрочь. И хотя на самом деле, насколько велика учительская профессия, какие проблемы решают учителя с теми же самыми проблемными семьями, или когда они отдают там не то, что свои средства, свое время для того, чтобы этот человек стал таким, вот этого вот не хватает. И сегодня про это тоже нужно думать, тогда можно и меньше средств затрачивать, там, в том числе и на компенсацию некоторых расходов. Потому что здесь духовная составляющая, она на сегодняшний момент пока формируется. Ну, это судя по какой-то всему. государственный заказ должен быть действительно на такое кино. Этот заказ, конечно же, это только с точки зрения заказа, и чтобы самое интересное, что эти содержательно они должны соответствовать тем условиям, которые мы сегодня имеем. И нормативные, и финансовые, и так далее. Вот когда этот баланс будет учтен, тогда у нас и педагоги не будут уходить со школы, ни с какой. Поэтому сегодня вот удержание вот этого баланса, оно как раз и будет результатом того, будем ли мы нуждаться в педагогах, или этот дефицит будет отсутствовать. Значит, нужно профессию романтизировать, популяризировать. И про духовно-нравственное вот вы тоже Конечно, заговорили, это же да? сознание. Это мы работаем с сознанием. По-другому никак. И как раз вот у меня оставался вопрос про патриотическое воспитание. Вот как это сегодня... Про Орлят уже все знаю, как это сегодня устроено, потому что понятно, что сейчас у нас есть вот эти разговоры о важном, да, у нас есть, вернулась как будто бы частично начальная военная подготовка в школы, но некоторые сетуют, что мало там совсем часов, собственно, на начальную военную подготовку. Вот как с этим сейчас дела в школах обстоят? Я отвечаю. Значит, конечно, сегодня учебные планы перегружены. Это тоже один из факторов нехватка учителей. Сегодня и на уровне Государственной Думы также рассматривается тот вариант по снижению учебной нагрузки или переход на десятилетку. Это, конечно, существенно сыграет свою роль на уровне всей федерации. А что касается сегодня военно-патриотической подготовки, она, конечно, есть, и компонент этот введен во всех классах с 1 по 11. Формы разные реализации, это и конкурсы, это и викторины, и традиционные формы, и онлайн. И вот сегодня коллега также вот говорила про Орлят.
И здесь тоже хотелось бы отметить как раз цифровизацию. Это тоже очень важный момент, который позволяет и отдаленным регионам быть интегрированы в те процессы, которые сейчас происходят и в больших городах, и в малых. И вот этот бы компонент усиливать и на региональном уровне тоже. Это сегодня необходимо, в том числе и с методической точки зрения. Да, здесь я тоже немножко добавлю. Тоже, ну, вот тоже мы просто привыкаем к хорошему. То есть быстро вошли. Это на самом деле то, что мы так сегодня общаемся, это говорит о том, что ряд инноваций современных, которые появились в системе образования страны, они очень быстро вошли в жизнь. Они восприняты. Советники директора по воспитанию совсем недавно. Навигаторы детства. Те же, вот, кто вы упоминаете, да, основы безопасности и защиты Родины, педагоги. Ведь в прошлом году много месяцев у нас ушло, чтобы там, по-моему, 1181 педагог, разные предметники, которые прошли повышение квалификации, которые все работают сейчас по единому плану, помогают нашим детям тоже развиваться, адаптироваться. Все это тоже действия такого, ну, направленные на будущее. А правда ли, что до сих пор нужно кучу бумаг заполнять от руки учителю именно? Или это какие-то байки? Вы про отчеты? Про отчеты. Ну, сейчас все Что вот компьютерное. на компьютере все-таки. Ну, все-таки на компьютере, но у нас есть, допустим, журналы по технике безопасности, да? И те же самые конспекты никто не отменял. Можно от руки написать, даже, Кирилл Юрьевич. Мне еще повезло, что я пока еще не классный руководитель, поэтому отчетность у меня в разы меньше. То, что касается только меня как лично предметника. Ну, я бы сказал, что сейчас минимальная отчетность, работается хорошо. Не стоит этого бояться. Это уже байки, ну, по крайней мере, предметника только. Это байки из прошлого, то, что нужно много чего-то заполнять. Все, у нас время заканчивается. Последний вопрос – это блиц. Прям по одному прилагательному к слову «учитель». С Михаила Юрьевича начинаем. Современный. Только что хотела сказать современный, энергичный. Мотивирующий. Любимый. Всех наших современных, энергичных, мотивирующих, любимых учителей с Днем Учителя. Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.